Вчера мы видели «Вести Саха» по телевидению, и, к сожалению, корреспондент расширение хобота мамонта назвал как варежка. Ну вот наш отдел в составе вот Академии существует с 2011 года, и как раз одним из самых первых уникальных объектов, с которых мы вот начали свои вот исследования уже вот в виде самостоятельного отдела Академии, это вот мамонтенок Юка. Его сохранность, наверное, лучшая в мире вот на сегодняшний день. И доказательством этого служит то, что у этого мамонтенка нашли мозг. Об открытии, которое было сделано именно вот нашими сотрудниками, Павлов Иннокентий Семенович. Когда шла вот препарация, он вот заметил, что вот на хоботе вот имеется расширение. Ну да, первое у нас было две версии. Это первая версия, это с помощью этого расширения мамонт набирал снег, и с помощью этого мамонт пополнял свой водный баланс. И вторая версия была расширение хобота мамонта. Мамонт зимой прятал в это расширение как варежка. Вот. Из этого вышло термин варежка. Все млекопитающие, которые живут у нас в Якутии зимой, они пополняют водный баланс от снега. Животные, как изюбр, косуля и недавно акклиматизированный, например, канадский лесной бизон. И у них носы у них тоже голые, без шерсти. Потому что его убили пещерные львы, а потом пришли древние охотники, отогнали львов и сделали этого мамонтенка. Вы видите все разрезы. Это осталось от львов, которые его начали глаза вырезать. Если бы не вырезанные глаза, еще можно было сомневаться. Там были ли люди, но очень аккуратно вырезанные глаза. Это доказательство, что это сделали именно пещерные люди. Кончик хобота мамонта можно сравнить с пятачком кабана, например, да? И кабаны, например, мы знаем, что они живут в Приморье, там зимой доходит температура минус до 20. В Западной Сибири там температура опускается примерно до минус 30. Кавказские горы. Там температура зимой опускается до минус 40 примерно. Кабан всю зиму из-под снега с помощью этой пятачка своего носа, пятачка, добывает пищу. Мама особо-то и может и не прятал. Но самое у мамонта было у него проблема пополнить зимой водный баланс. Даже минус 15, минус 20, уже реки, озера, они замерзали. Из-за этого они переходили в пополнение водного баланса снегом. И расширение расширяется. У слонов такого нету. Так взять. У него же гибкое хобота. Именно мамонт использовал для вычерпывания снега. И получается, варежка это такая с одной стороны, не физиологическое название, да? Мамонт не дотягивался до земли, и даже если он куда-то подходил и хотел взять своими губами, языком, то мешал большие бивни мамонта, да? И получается, он пользовался как пальцем. И растительность он вырывал с помощью хобота. Мозжечок у мамонтов гораздо больше, чем у слонов. Как раз возможно из этого движения хобота. Потому что слоны меньше так его изгибают. Расширение у мамонта как ладонь. Мы решили назвать это расширение как
ЭТС. Это по-русски переводится как ладонь. Это будет более такое вот ближе к физиологическим особенностям и животного мира. Вы смотрите «Региональные вести», в студии Людмила Басыгысова. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Якутские палеонтологи доказали, что мамонты выжили благодаря уникальным варежкам. Оно позволяло захватывать побольше снега и затем растапливать его в своей ротовой полости. Открытие якутских исследователей ставит перед наукой ряд новых вопросов. Якутские палеонтологи доказали, что мамонты выжили благодаря уникальным варежкам. Они обнаружили на хоботе специальное расширение. Предположительно, оно служило для того, чтобы животные могли пить воду. Специалисты отмечают, что у современных слонов нет такой особенности. Открытие якутских исследователей ставит перед наукой ряд новых вопросов. Каких, узнал Виталий Прокопьев. Открытие мирового масштаба. Туша мамонтенка Юки, найденная в 2010-м, продолжает удивлять ученых. Сотрудники Академии наук уверенно заявляют, чтобы пить воду зимой, этим могучим гигантам не нужны были озера и реки. Ученые говорят, что это самый хорошо сохранившийся образец мамонтов. Здесь осталось достаточно много шерсти, много кожи и даже сохранился мозг. Но самое главное, тут нашли ответ на вопрос, который мучил много лет мировую науку. Как мамонты могли добывать себе воду, находясь в плену у 60-градусных морозов. Делали они это с помощью вот этого вот расширения на хоботе. Оно позволяло захватывать побольше снега и затем растапливать его в своей ротовой полости. Иннокентий Павлов обнаружил эту интересную особенность, когда препарировал тушу. Тогда он понял, хобот мамонта обладает уникальным строением. Этим расширением он утоляет жажду. Теперь ученые выяснили, эта характерная черта есть и у других найденных мамонтов. Тысячи лет эволюции и жизни в суровых северных краях дали древним животным необычное преимущество. Теплых незамерзающих источников воды в Якутии зимой мало, поэтому пришлось приспособиться, чтобы выжить. В холодное время-то они вот не как воду пили, да? Они постепенно целый день во время кормежки они добавляли снег, растительную пищу. Таким образом, мамонты пополняли водный запас в организме. При этом у современных слонов подобной варежки нет. Малыш Юка, которому приблизительно 34 тысячи лет, дает якутским палеонтологам и другие ответы на интересующие мировую науку вопросы. Это вообще очень интересно, потому что его убили пещерные львы, а потом пришли древние охотники, отогнали львов и доразделали. Эти факты стали известны ученым благодаря феноменальной сохранности мамонтенка в слоях вечной мерзлоты. Впервые мир увидел мозг животного, а также в лаборатории смогли оживить 18 клеток древнего хозяина Арктики. Специалисты говорят, что холод – это один из величайших ресурсов планеты. Холод даст такую философию нам, которая на десятилетия определит развитие науки и технологий. Открытие якутских исследователей мамонтовой фауны ставит перед наукой ряд новых вопросов. Главный из них – клонирование. Получится ли возродить шерстяного гиганта с помощью ДНК слона теперь, когда между ними такие отличия? Ведь возрожденный мамонт должен быть непременно с варежкой на хоботе. Виталий Прокопьев, Василий Соловьев, Вести, Якутия.